Создание инновационных учебных заведений – колоссальная работа по сохранению исторического наследия, бережная реконструкция мест захоронений, внимание к маленьким жителям и сотни новогодних подарков. Это лишь малая часть благих дел фонда Микаила Гуцериева «Сафмар». К списку добавилась и закупка снегоуборочных тракторов для Джейрахского района. Об этом репортаж Адама Мережкова. Новый транспорт, а если точнее, мощные тракторы, проходимые, комфортные и многофункциональные, припаркованы здесь у холмистого участка автодороги в Джейрахе и ждут своего часа. Техника предназначена для уборки снега, имеется коммунальное щеточное оборудование для более детальной чистки трассы, а также отвал, предназначенный для уборки больших сугробов. Hauska bah bah yeri koş ham hayya dakası işte çok naki gözlik bol boş hamikere. Две единицы техники были закуплены основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. Он помог таким образом решить одну из самых больших для района проблем. О своевременной уборке снега горцы могли только мечтать. На автомобиле никуда не выехать, а пешеходам приходилось двигаться по высоким сугробам, словно альпинистам. Затруднительно это было, конечно, и для детей, добирающихся до школы. На пути к знаниям школьники рисковали получить травму. Теперь же снег можно увидеть только на горных вершинах. Новая техника еще вчера расчистила всю проезжую часть. Одно дело расчистка проезжей части, другое – уличных проемов и узких переулков. Села горной Ингушетии в этом деле могут вполне себе конкурировать с любым популярным высокогорным курортом. На подобном участке большие снегоуборочные машины коммунальщиков точно не справятся, а эта техника специально закуплена с учетом архитектурных и рельефных особенностей Джейрахского района. Если для художника суровая зима в горах – это вдохновение потянуться к холсту, то для местных коммунальщиков – настоящее испытание. Штик трактор жерже. Вот трактор вот докое. Хед герис путаешь на улчный трактор вот хания вот вот та газончик вот хат юалж бас проблем шурт вот. Там огты хаятер бада. Хаятачин дал садол. Кто, как не дорожник, сможет рассказать о трудностях из-за отсутствия необходимой спецтехники. Магомед Боров проработал в дорожном управлении 16 лет и отлично помнит, с чем приходилось сталкиваться еще в начале декабря. Насколько нужна спецтехника именно в горном районе нашей республики, тут уже не обсуждается, вообще никаких вопросов нету. Он здесь нужен почти каждый день, потому что бывают обвалы, осыпи, бывают эти, как бы мы эти не выполняем, после каждых дождей. После каждого непогоды какой-нибудь обязательно бывает проблемы с дорогами. Поэтому техника нам здесь необходима. Даже, я бы сказал, если бы еще дали бы, даже было бы еще лучше. Потому что любая спецтехника здесь в горах нужна. Начиная от КДМ, трактор, метелка, любая техника, погрузчик. В районе она нужна и необходима. И то, что нам дали вот эту технику, конечно, все, что здесь нужно району, при нем есть. Поэтому хотел бы выразить благодарность меценату, кто нам его дал. Если на улице снег не расчищен, а на проезжей части образовался гололед, то ДТП со стопроцентной вероятностью можно избежать только в том случае, если ты не будешь выезжать из дома. Но у всех работа, дела и дорожно-транспортное происшествие было здесь делом нередким, рассказывает Молодгирей Ильянов, в прошлом начальник госавтоинспекции. До 2 метров халхам чоглан дехкер перевал дехкер işte хандым сел чогада, но это кезге мелт мороз мелхулди гололёда больше бывает. Работа еще тогда, я знаю, что имел проблем хулури, имел тоже бал хулури. Технику для нужд ЖКХ Джейрахского района основатель благотворительного фонда «Сафмар» приобрел после просьб местных жителей. Проблему необходимо было решать, а бюджетных средств на это не хватало, рассказал глава Джейрахского района. Именно вот эти 2 единицы, то, что мы дополнительно получили, они будут обслуживать все внутренние сельские дороги всех 5 сельских поселений района. Хотелось бы выразить еще раз, поблагодарить Микаила Гуцериева и всех его представителей здесь в республике. И тоже от себя, как жителя, руководителя района, и от всех жителей района поблагодарить его еще раз.
Не обрадоваться новым машинам могут только самые маленькие жители района. Кататься на санках на проезжей части или цепляться за машины теперь вряд ли им удастся. Зато взрослые радуются вдвойне. И дороги будут чистыми, и рисков детского травматизма на этих дорогах будет меньше. За это они выражают искреннюю признательность основателю благотворительного фонда «Сафмар» Микаилу Гуцериеву. Адам Мережков, Султан Магушков, Новости 24.